Гунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след в мировой истории. Имя Аттила широко известно в истории. О нем высказывают различные мнения, от глубоко позитивных до глубоко негативных. Но у евразийских народов, в первую очередь тюрков, это имя является трепетно почитаемым и благоговейным. Аттила, по-кыргызски Адылбатыр, а по-казахски Едилбатыр, однозначно воспринимается в тюркском менталитете как один из великих предков тюркских народов. Аттила родился, по наиболее достоверным данным, в 397 году в местечке Аксуек. По-гунски Аксуек – аристократы. Сегодня город Осиек на востоке Хорватии. В семье знатного царевича Мундуса из гунского племени киргизов. Ко времени рождения Аттилы гунский каганат уже распространил свою власть от Алтая и до Рейна, а верховным каганом являлся хан Урлин. Имя Аттила имеет 4 толкования. Первое – как Атаулу, достойный сын своего отца, участник кыргызов и казахов. Второе – как Адилет, справедливость в другой части кыргызов и казахов. Третье – Ата-Илле, рожденный в год лошади у башкиров и татаров. Четвертое – Ата-Илла, отец-батюшка, отец родной у германских народов. Если помнить, что в древнегерманском готском языке Ата означала отец, а Илла являлась почитательно-уважительным суффиксом. Матерью Аттилы являлась знатная царевна Чури, по-гунски Чури – дочь раба, имя Оберик, из гунского племени сабиров. Из историографии явно следует, что союзом из 21 гунского племени руководили 3 наиболее крупных племени – киргизы, сабиры и кипчаки, которые могли выставлять каждый в отдельности полносоставные боевые тумены – 10 тысяч воинов, а верховные ханы гуннов принадлежали к русским царским родам. Мурат Аджи. История тюрков. Профессиональный историк Табылды Акеров доказывает, исходя из исторических летописных записей, что Аттила происходил из киргизского рода Айбат, которая позже трансформировалась в Айбаш-Мундус или просто Мундус. Сходную точку зрения высказывают кыргызские профессиональные историки Орузбек Айтымбет, Олжабай Харатаев, Эгемберди Маанаев, Өскөн Осмонов, Саид Эмрзаков и другие, а также сказители Санжира, Усои Наджи, Абдулазиз Абдул-Карим, Талып Молдо, Сапарбек Ниязов, Советбек Казиев и другие. Песенно-наигрышные версии древних сказаний о гунском европейском переводе кыргызского этноса записаны известными музыкантами-коммунистами Нураком Абдрахмановым и Асаном Кайболда-Улу. Наш великий земляк, писатель Чингиз Айтматов около 1,5 десятков лет являлся послом Кыргызстана в странах Бенилюкса. Посещал тамошние музеи, видел в них множество гунско-киргизских артефактов, знал хорошо европейскую историографию и потому записал в свои книги «Плач охотника над пропастью» такие слова: «Аттила вернется вместе с ренессансом нашего исторического самосознания. Надо, чтобы в реальной истории Аттила занял достойное место, чтобы в литературе была правдиво описана его жизнь, а народ заново узнал его имя и его дела». Москва, 1998. Аттила был лишь 9-м верховным гунским ханом европейской истории гунского каганата, но его имя является наиболее известным среди прочих имен гунских ханов в Европе. Аттила самолично предводительствовал военными походами в Европе, в Германию, в Галлию, в Италию, на Балканы и в Азии, в Иран и Палестину. Летописи сохранили много сведений о хагане Аттиле, правившем в Европе в V веке. Его правление было справедливым и праведным. Подавляющее большинство западных народов покорилось ему добровольно, вследствие чего он стал хаганом, императором всей Европы. В исторических летописях западных стран и в кыргызских санжира преданиях содержатся сведения о том, что по его мудрости и по его великодушию с ним никто не мог сравниться, и что, когда он умер, были большой печали даже его враги. На склоне жизни он завещал, чтобы его тело перевезли на далекую родину предков, на озеро Иссык-Куль, предгорье Тенгиртау. Когда он скончался в 453 году, а это произошло в Южной Франции, около города Ош, его верный обозгер, министр Каратөлек из кыргызского рода Төлесов, перевез тело своего покойного правителя
на быстроногом быке Шудункут в горы Тенгиртоо и захоронил его в ущелье Джуку вблизи восточных берегов Иссык-Куля. Переход отряда с прахом Аттилы от Южной Франции до гор Тенгиртоо длился 40 дней, и об этом в кыргызском санджира и в кыргызском песенно-наигрышном искусстве сохранились записи, музыка и песни в варианте Нурака Абдрахманова и в варианте Асана Кайболда Оглу.